Соблюдаем технику безопасности, слушаем меня, руки никуда не суем, голову тем более. Все готовы? Да. Пошлите. Инструктаж – обязательная процедура перед началом любых технических работ. Под руководством опытного электромеханика ингушские студенты осваивают азы лифтового хозяйства. Для начала предстоит выучить название всех агрегатов подъемного механизма и понять, для чего служит каждый из них. Вот это что такое? Вот это? Да, для чего он служит? Это кольцевой выключатель электрической цепи. То есть у нас вот стоит коромысловая подвеска. Если вдруг по какой-то причине у нас обрывается один из канатов, вот эта планка безопасности у нас отключает наш кольцевой выключатель. И лифт у нас перестает работать. Как работать с лифтом студентам-практикантам объясняет электромеханик из Самары Дмитрий Давыдов. Перед началом следует все осмотреть на внешние дефекты и понять, исправен ли лифт. В первую очередь это, конечно, осматривается все визуально. Если есть какие-то там подозрения на что-то откручено, это все, конечно, протягивается, проверяется канат непосредственно, крепление канатов, как они сделаны, проверяется зазор в дверях. Далее инструкторы и практиканты поднимаются на этаж выше. Там находится машинное отделение и элементы, которые тянут лифт вверх, а также отвечают за плавный спуск вниз. Осмотр лебедки также входит в число обязательных процедур. Также у нас имеется канатоведущий шкив, на котором расположены канаты, за счет чего происходит подъем либо опускание кабины. Все вращающиеся части, если вы обратили внимание, окрашены в яркий желтый цвет. Почему? Кто мне скажет? Чтобы привлекало внимание, чтобы это было... А как опасность? Как опасность. В качестве безопасности. Современные лифты не просто механизмы подъема и спуска. Это умная машина. Есть у нее умная голова, и это шкаф управления. Он помогает электромеханику определить причину поломки и подскажет, как ее исправить. Вот это шкаф управления. Здесь располагаются все органы управления лифтом. Режимы, кнопки безопасности, контакторы. И самое главное, это плата управления лифтом. Вот сейчас имитирую я вам неисправность. Видите, появился код ошибки. У нас имеется расшифровка. На двери есть наклейка с перечнем неисправности. И там каждый код есть полная расшифровка. Что это значит 45? Это разрыв цепи безопасности. Профессия электромеханика ответственна и опасна. Зачастую им приходится работать на высоте в лифтовых шахтах, чтобы провести осмотр и ремонт подъемных механизмов. А от качества проведенных работ может зависеть здоровье и жизнь людей. Для безопасности людей и создано техническое обслуживание лифтов ежемесячно. И от электромеханика зависит безопасность людей, пассажиров, которые ездят в лифте. Насколько качественно он проведет техническое обслуживание, либо ремонт, зависит безопасность. Ребята молодцы, стараются, интересуются. В республике, как нам сказали, специалистов нету. Хочется, загорел желанием стать среди первых специалистов, кто будет заниматься с родной республики лифтами. В целом много что интересного узнал, много что понравилось. Хочется дальше заниматься, развиваться, узнавать. Всего профессии электромеханика обучаются 3 молодых ребят. Все они студенты топливно-энергетического колледжа. Более года им предстоит проходить практику, чтобы освоить эту специальность, а позже сдать экзамен, чтобы стать электромехаником лифтового хозяйства, которых пока в республике нет. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.